Здравствуйте, меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и вы на канале Школы скорочтения и развития памяти у детей. Сегодня я хочу попробовать новый формат нашей передачи «Учимся учиться», в которой возьму интервью у нашей первой ученицы Камили. Многие из моих подписчиков, зрителей ее помнят. Мы с ней ездили на программу к Елене Малышевой. Тебе за 30 секунд вычеркнуть цифры. Да-да-да, читайте, начинайте. Руководитель детской школы быстрого чтения, я тоже вас приглашаю к нам. Это Шамиль Ахмадуллин. Шамиль. Камиля у нас читает больше 1000 слов в минуту. Я думаю, что вам будет очень интересно узнать из уст ребенка, какие у ребенка проблемы, какие мысли, какие переживания. И если вам понравится формат вот таких интервью, то пишите комментарии, ставьте лайки, и мы этот формат продолжим. Ну а сейчас поехали, смотрим интервью. Камиля, привет! Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, кто ты, сколько тебе лет, в каком ты классе учишься? Мне 14 лет, я в 8 классе, и... Ну, наверное. Смотри, я тебе немножко помогу. Какие у тебя есть увлечения? Может, ты куда-то еще дополнительно ходишь, да, чем ты занимаешься, не знаю, там, танцы, музыка, спорт и так далее? Да, я еще дополнительно занимаюсь в художественной школе, в музыкальной, и хожу теперь в этом году уже на плавание. Как ты все успеваешь? То есть и вот по 2-3 часа есть у тебя тренировки ежедневно, и домашняя, как я понимаю, не маленькая. А ты, кстати, в какой школе? В гимназии учишься? Да, я в гимназии учусь, и не простой, а в татарской, то есть там все на татарском. Ты один из первых детей, да, которые у нас тренинги скорочтения проходили. Это было очень давно для тебя, сколько? Примерно 4 года назад, да, насколько я помню. Тебе было, наверное, лет 10. С одной стороны, это достаточно давно, а с другой стороны, не совсем давно. Ты можешь вспомнить вот это время и сказать, вот какие проблемы тогда были, что вот какие мысли, страхи, проблемы у тебя тогда были? В тот момент, вот я только начинала учиться в художественной школе, у меня был 4 или 3 класс музыкальной школы, и вот все вот такая нагрузка огроменная на меня пошла. Плюс еще в тот момент добавили экзамены в 4 классе, то есть ты должен был сдавать перед тем, как перейти в 5 класс. И вот это все очень тяжело было совместить, то есть надо было и туда успеть, и уроки сделать, и нарисовать, и еще ничего не пропустить. И вообще очень тяжело, конечно, было. Обычно происходит так, что все начинает не получаться, да, вот, с одной стороны, как бы и в спорте не получается, и в музыкалке начинаются там двойки, и в обычной школе учителя сердятся, ставят двойки и так далее. И ребята часто руки опускают и начинают плохо учиться везде. Как ты с этим справилась? Вот как вы уже сказали, я ходила как раз-таки, начала проходить курс скорочтения. После этого как-то лучше начало все становиться на свои места. То есть как будто бы я начала все успевать, все быстро делать. И то есть у меня даже запоминались стихи. Если я учила по часу-два, это 4 куплета, то сейчас я могу выучить стих из 4 куплетов за минут 10-15. То есть это было очень быстро. Также, если смотреть, с моими сверстниками, тоже так же в то время сравнивать, то есть я все успевала по сравнению с остальными. Как быстро ты начала результаты замечать? То есть это как-то сразу случилось или не сразу? Вот что, как происходило у тебя? Это можешь вспомнить? Где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, на 4-5 занятие у меня уже началось, скорость увеличилась, но она начала увеличиваться, но на тот момент она, то есть, повысилась еще больше, то есть я начала быстрее читать, и уже в тот момент как раз-таки стихи быстрее запоминались. И времени становилось все больше и больше, и получилось вот в конце курса
у меня уже времени было достаточно много. Ну, ты это прям рекламу масштабную делаешь. Очень частая проблема родителей, детей, в том, что родители уже не помнят себя в детстве и, соответственно, не могут достаточно объективно понимать, что происходит в голове у их детей. Вот ты можешь свои ощущения, страхи вот в плане учебы вспомнить, которые были в твои там 10-11 лет, когда наступил такой период, когда не получалось? В тот момент сначала, получается, с 4 класса я перешла уже в новую школу, вот эту татарскую. То есть у меня уже мутно в голове было все на татарском. То есть сначала я учила все на русском, а теперь уже и правила на татарском, и ты уже не понимаешь, мутно становится все. Из-за этого, конечно, тоже, были моменты, когда я тоже не успевала, потому что татарский нужно было переводить на русский, и вот как-то непонятно было, но ты привыкаешь со временем. Вот если, наверное, смотреть по русским школам, то, наверное, я бы достаточно быстрее бы делала домашние задания в тот момент. И, наверное, родители, они сейчас не понимают детей, потому что, мне кажется, они хотят, чтобы дети были лучше, нежели соседские. То есть всегда свои дети кажутся лучше, чем другие. Им хочется становиться, чтобы они становились все лучше и лучше. Ну, то есть сравнивают там, например, тебя и какого-нибудь другого ребенка, да, который учится лучше, например, и тебе сильно неприятно, как я понимаю. Да, такое вот бывало, то, что так делали. То есть это не родители, а учителя даже вот сейчас, они сравнивают тебя, допустим, с этим человеком, вот как-то неприятно становится. И я даже иногда не понимала, почему так, почему, из-за чего. То есть в тот момент мама меня как-то, она не ругала за плохие оценки, она понимала то, что это очень тяжело, то, что я с начальной школы перешла уже в старшую более. То есть вот, но некоторые родители, я вижу, то, что не понимают детей, и они как бы их так гнобят, можно сказать. То есть и мне это, как-то неприятно, мне кажется, детям в этот момент становится. Да, я с тобой согласен. Ты можешь по порядку рассказать, какие именно навыки помогают, именно сейчас, да, тебе легче учиться в школе, потому что ты говоришь, что сейчас все успеваешь, делаешь достаточно быстро. Можешь перечислить, что именно помогает тебе все успевать? Это, наверное, стихи учить быстро. Стихи учить быстро? Много стихов задают? Пока нет, вообще не было. То есть только по татарскому, а вот по русской литературе у нас еще не было. У нас еще плюс сейчас сменилась учительница, поэтому пока стихов нам она даже не сдавала. А ты говоришь, важно стихи учить. До этого много было? Да, то есть страницы, наверное, 2 нам задавали. А это часто? Наверное, вот за месяц, наверное, 2 раза нам задавали в месяц. То есть 2 раза в месяц какой-нибудь стих большой, да? Да. Большой. Хорошо. Учить стихи, что еще? Быстро читать. То есть перед уроком я могу быстро прочитать какой-то параграф, какой-то факты какие-нибудь, вот что-то из этого. А художественную литературу я читаю дома, чтобы было интересно, чтобы я могла представить, какие там люди, как они себя ведут. А в истории и там в остальных уроках мне это вот не нужно. Я прочитаю и смогу так пересказать, чтобы если в тестах там этого не нужно будет. То есть, я так для зрителей резюмирую, то есть умение что-то быстро, какой-то параграф, там, не знаю, по истории, по обществознанию, не знаю, есть оно у тебя или нет, наверное, есть, да уже, успеть быстро прочитать и пересказать, либо какую-нибудь самостоятельную тест контрольную написать, да? Да. Есть еще что-то, какие навыки?
Да, ну, быстро считать, получается, Считать — это какие-то примеры, задачки решать? Примеры, да. Примеры? Да, то есть я одна из быстрейших, которые это делают. Ну, то есть нам дают 10 минут, и ты за 10 минут должен 10 примеров решить. Я за 5 минут решаю. Без калькулятора? Без калькулятора. Столбиком на листочке? Да, ну то есть у нас уже не простые примеры, а такие трудные, где сверху одни числа нужно решить, снизу, и потом это все поделить. Угу. Ну, то есть сложение, умножение, деление, да, и так далее. Кучу чисел, большие они, надо там уметь столбиком делить, умножать и так далее. Угу. Понятно. Есть еще что-нибудь? Наверное, нет, больше. Ну, то есть 3 таких основных базовых штуки. Это уметь считать хорошо, быстро, уметь стихи учить, да, потому что их много, и читать, запоминать, пересказывать параграфы, да? Да. Мы говорили про твой возраст, там, 10-11 лет. Для тебя это, с одной стороны, очень далеко, а с другой стороны, намного ближе, например, чем для меня, да? Угу. Ты ребятам, которым сейчас там 10-11 лет, которые в 4, 5, 6 классе, что можешь посоветовать, на что обратить внимание, тратить время на что больше, вот, чтобы им было легче учиться там в 7-8 классе? Мне кажется, сначала нужно отложить телефон вообще в сторону. Все свободное время лучше, мне кажется, лучше посвящать чтению, расчетам, потому что в 8 классе появится химия, где ты должен будешь уже все считать. Если ты не будешь знать математику, то и химию ты тоже не будешь знать. То есть уже в 11 лет нужно правильно решать задачи. Если у тебя с этим все плохо, то и со всеми остальными дальше в будущем у тебя тоже будет все плохо. Наверное, больше тоже читать, потому что так они смогут быстрее запоминать, у них появится больше словарного запаса. И, наверное, все. Ну и, конечно же, не лентяйничать тоже, потому что лень приводит к плохому. То есть я резюмирую, то есть надо какие-то навыки, например, счета, умение пересказывать и так далее, довести до автоматизма еще в начальной и в начале средней школы, да, для того, чтобы в более старших классах не было с этим проблем. Да. Хорошо, спасибо. И давай дадим советы родителям, потому что смотрят нас в большинстве своим родителям. Что бы ты посоветовала родителям детей, которым сейчас 10-11 лет, вот на своем примере, на примере своих одноклассников, как родителям лучше себя вести для того, чтобы их ребенок был счастлив и учился старательно, вел себя хорошо? Вот, что бы ты посоветовал? Наверное, сначала нужно детей на правильный путь поставить. Не надо прям держать их. Конечно, нужно держать по строгим контрольным, но не прям таки сильно, не говорить то, что ты такой, ты это не умеешь, ты так-то, ты в ПТУ поступишь. Особенно это говорят учителя. То есть они говорят, ты поступишь в ПТУ, ты вообще ничего не знаешь. Родители тоже бывают такие, мне кажется, и не надо быть гнобить ребенка не надо, мне кажется. То есть есть категория родителей, которые сильно давят на ребенка, причем, и еще и учителя давят на ребенка, говоря, что ты такой бестолковый, из тебя ничего не вырастет, и это для ребенка обычно не самое хорошее, да, и никак не стимулирует его к развитию. И что еще? То есть первое, не гнобить. Что еще? Какой совет можешь дать? Уважать ребенка, то есть не выслушивать всегда его мнение, то есть не решать только родителю, я хочу это, и он пойдет туда. То есть нужно выслушать сначала ребенка, чтобы, если он хочет этого, пусть он это сделает, если нет, то нет. Точно так же, как это и убраться. Если он захочет, уберется. Если нет, то он не захочет и не будет убираться. Это его право.
Мне кажется, вот так. Ага, давай мы как-то, родителям немножко расшифруем, что ты имеешь в виду. По первой части, как я понимаю, ты имеешь в виду не заставлять там ходить на какие-то курсы, секции и так далее, которые выбрал родитель, а ребенок там, например, против, да? Да. Тебя, как я понимаю, не заставляли ни на что ходить? Нет, то есть мне дали выбор, и я выбрала. То есть в музыкальную школу меня мама записала, если я захочу, если у меня все получится, я останусь и продолжу учиться. Я до последнего вообще хотела, и вот в 7 классе мне уже сдавать экзамены, я уже просто не хочу. Я говорю, мама, можно я уйду? Она говорит, конечно, уходи, если ты хочешь. И вот ты после этого так думаешь, а зачем я тогда проучился столько лет, если я уже сейчас сдавать экзамены, я получу уже диплом об окончании, и я уйду. И этого всего не будет. Да. И, то есть, мама меня как бы не заставляла. Она говорит, хочешь, ходи, хочешь, нет. Это, то есть, твое право, твоя жизнь, ты решаешь сама. Скорее всего, я так предположу, да, что если бы мама твоя давила, говорила, нет, ты закончишь, то твоих собственных мыслей и чувства жалости, да, того, что ты столько лет отучилась, у тебя бы не было, и ты чисто из вредности хотела бы уже вообще уйти, и, скорее всего, из вредности бы делала все, чтобы там, не учиться. Камиля, про уборку, да, мне кажется, большинство родителей, которые у нас, в большинстве своем наши зрители, сейчас сильно негодуют по поводу уборки. Можешь расшифровать, объяснить, что ты имеешь в виду, говоря, чтобы ребенок не убирался дома, в комнате? То есть, я имею в виду, то есть родители обычно заставляют детей убираться дома, в комнате. Ребенок должен сам делать. То есть, если ты ему сказал, если он захочет сделать, захочет нет. То есть, в его личной комнате он может сорить как угодно, это его личное пространство, это его личная комната. То есть, на его же совести будет, если когда к нам, например, придут гости, и у меня будет бардак. То есть, это на моей совести будет, и люди будут меня считать грязной, а не родителей. В квартире вообще убираться ребенок, если он захочет, он уберется, потому что вообще он же личность, мы уже с самого рождения личность, но мне кажется, дети не должны убираться, если захотят, они уберутся, если будет, конечно же, время, тоже уберутся, но я не знаю. Мне кажется, не заставлять убираться. Да. Ты думаешь, тебя не заставляли, ты не любишь. Хорошо, про уборку поняли. Что еще? Что бы еще посоветовал? То есть не давить, не заставлять убираться. Что еще? Не сравнивать детей, вообще никогда не сравнивать. То есть меня иногда сравнивали раньше. Я сказала, пожалуйста, меня не сравнивать. Мне это то есть мне не нравилось, когда меня сравнивали. Больше я не помню, когда меня родители сравнивали с какими-то родственниками, с соседями, вообще с соседскими детьми. Учителя, они, конечно, сравнивают. Допустим, наша классная руководительница сравнивает с параллелью нашей, то есть она говорит лучше. То есть каждый родитель считает своего ребенка лучше, но он хочет показать, когда он сравнивает, наверное, то, что вот ты и так лучше, но ты покажи то, что ты лучше этого. Вот, наверное, мне кажется, вот так хотят они как-то показать это, но мне кажется, лучше не сравнивать. Это детям придает такой, у них падает стимул в чем-то. То есть им не нравится, они не чувствуют себя ущербными, несчастными, некомфортно, да, особенно если другой ребенок по каким-то критериям обходит их. Понятно, что-нибудь еще? Мне кажется, больше родителям, наверное, нечего мне посоветовать. Если уж там родители, как-то не справляются, не получается у ребенка, уж точно можно давить, все это просить, чтобы он выполнял. То есть, мне кажется, родителям больше нечего посоветовать. Если они захотят помочь своему ребенку, чтобы он был адекватным, чтобы у него с нервами было все в порядке, то
конечно, можно вот эти 3 критерия придерживаться. Камиля, тебе спасибо большое за очень интересное интервью. Успехов тебе в школе, в твоих секциях, да и вообще в твоей жизни. Пока-пока. До свидания. Еще раз скажем спасибо Камиле. А если вам, дорогие родители, понравился такой формат, когда ребенок честно сам делится с нами своими страхами, переживаниями, мыслями, то ставьте лайк и пишите комментарии, и мы этот формат продолжим и будем приглашать следующих наших учеников.